Добрый день, уважаемые участники конференции СНР. Очень приятно, что эта конференция собирает столь значительное количество заинтересованных участников. Теперь это уже 4-я научно-практическая конференция, она стала уже традиционной, но по-прежнему сохраняет свою такую высокую актуальность, поэтому спасибо всем организаторам конференции, прежде всего основным организаторам, Хакасскому государственному университету. Уверен, что 4-я научно-практическая конференция по сохранению языков коренных народов придаст дальнейший импульс работе по сохранению коренных языков народов, проживающих в Республике Хакасия. Поэтому позвольте мне выразить признательность всем участникам сегодняшней конференции и пожелать в ее рамках плодотворной работы. Достаточно сложно переходить к официальной части, к официальному докладу после такого интересного, увлекательного творческого выступления, но необходимо. Коллеги, о мерах по сохранению и поддержке языков народов, проживающих в Республике Хакасия. Наверное, вы помните, что еще в 2012 году указом президента Российской Федерации была утверждена стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Одним из принципов стратегии определена поддержка и защита культуры и языков народов России. Этот принцип президент России Владимир Владимирович Путин подтвердил еще раз на прошедшем в мае прошлого года совместном заседании Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому языку. Президент отметил, что вопросы сохранения и развития русского и всех языков народов нашей страны имеют важнейшее значение для гармонизации межнациональных отношений, для обеспечения гражданского единства и целостности России. Поэтому важнейшей составляющей частью национальной политики и у нас в регионе, в Республике Хакасия, является как раз работа по сохранению и развитию языков и культур народов, которые проживают в нашем регионе, в том числе языков и культур, конечно, коренных этносов хакасского и шорского. В целях реализации положений стратегии государственной национальной политики России в Хакасии принят и действует соответствующий план мероприятий теперь уже на период 2016-2018 годов. Данный план утвержден постановлением Президиума правительства Республики в конце 2015 года, и в него включен ряд разделов по реализации национальной политики, предусматривающих меры по сохранению этнокультурного многообразия народов, проживающих в республике, в том числе, безусловно, меры, связанные с поддержкой и развитием языков. Вообще, в целом, государственная поддержка языков осуществляется по различным направлениям, в том числе основные блоки этой работы – это правовое обеспечение функционирования языков, научно-методическое сопровождение по сохранению и изучению языков, организационное содействие проведению этой работы, и, безусловно, без чего нельзя обойтись вообще, это финансовое обеспечение деятельности по сохранению и развитию языков. Говоря обо всем об этом, конечно, трудно будет перечислить всю проводимую у нас в республике работу, но основные какие-то такие моменты обозначу. В части правового обеспечения, все знаете прекрасно, что в нашей республике действует прежде всего закон Республики Хакасия о языках народов Республики Хакасия. И этот закон гарантирует право каждого на использование родного языка, на свободный выбор языка общения, независимо от происхождения, от социального положения, от национальной принадлежности, от отношения к религии и так далее. Закон определяет государственными языками у нас в республике русский и хакасский языки, но при этом признаются равные права всех языков на их сохранение и развитие. И, безусловно, у нас в республике действует ряд других правовых, в том числе законодательных актов, которые в той или иной мере регулируют вопросы развития и сохранения языков и культуры. А в целом в республике можно сказать, что сформирована вся необходимая правовая база, которая позволяет проводить полноценную работу и позволяет нам говорить о том, что созданы все правовые условия для того, чтобы велась работа по сохранению и развитию языков народов, проживающих в республике. На предыдущем виде, перечисляются основные из законов, которые в той или иной степени затрагивают вопросы развития и сохранения языков. Я их не называю, на слайде видно. Теперь несколько слов в части научного методического сопровождения деятельности по сохранению и развитию языков. У нас в Хакасии действует ряд научных и исследовательских организаций, которые вплотную этими вопросами занимаются. Это в том числе Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории с его научными исследованиями в
в области языков и культуры. У нас работает Хакасский институт развития образования и повышения квалификации, который обеспечивает методическое сопровождение образовательного процесса в школах, в том числе по изучению хакасского языка. Безусловно, огромные научные и методические наработки имеет Институт гуманитарных исследований Саяно-Алтайской тюркологии ХГУ имени Катанова. Ну и, наконец, в республике действует большое количество образовательных организаций, учреждений культуры, которые ведут буквально повседневную работу по сохранению и развитию языков и культуры, и без которых вся эта деятельность была бы просто невозможна. То, что в республике научно-методическое сопровождение находится на должном уровне, в частности по изучению хакасского языка, ну, может быть, немножко отниму хлеб у Юрия Гавриловича, который тоже будет выступать, но все-таки отмечу, вот, свидетельствует о достаточно высоком уровне научно-методического сопровождения по сохранению языков, то, что Хакасия – это один из немногих субъектов Российской Федерации, чьи учебники прошли экспертизу в установленном законодательством порядке и были включены в утвержденный приказом Миноборнауки Российской Федерации федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в образовательных организациях. Несколько слов об организационном сопровождении по деятельности по сохранению языков и культуры народов Хакасии. Оно обеспечивается, опять же, повседневной работой республиканских и муниципальных органов власти, организаций, учреждений. Ну и кроме того, в целях координации всей этой работы, с учетом мнения представителей общественности, при правительстве Республики Хакасия сформирован и действует ряд консультативно-совещательных органов. В план заседаний таких консультативно-совещательных органов включаются вопросы поддержки языков народов, проживающих в республике, в том числе второго государственного языка республики, хакасского, и коренного малочисленного народа, проживающего у нас в республике шорского. В числе указанных органов, для примера приведу, Координационный совет по межнациональным отношениям при правительстве Республики Хакасия. Ну, к примеру, в марте текущего года на заседании Совета рассмотрен, например, вопрос о мерах, направленных на поддержку и развитие языков и культуры народов, проживающих в Республике, с привлечением общественных организаций. Также при правительстве Республики действует Совет представителей коренных малочисленных народов. На его заседаниях, помимо прочих вопросов, связанных с решением социально-экономических проблем, рассматриваются вопросы сохранения шорского языка и культуры. Например, в сентябре текущего года планируется к рассмотрению вопрос об обеспечении прав детей из числа коренного малочисленного народа Российской Федерации шорцев на изучение родного языка и самобытной культуры шорского народа. Ну и, наконец, в республике сформирована несколько лет назад рабочая группа по сохранению и развитию хакасского языка, которая действует при Совете развития Республики Хакасия. Здесь все рассматриваемые вопросы связаны именно с проблемами сохранения и развития языка хакасского народа. Ну, ближайшее заседание состоится у нас буквально завтра, 20 мая. Рабочая группа выезжает в Ширинский район и обсудит деятельность по сохранению и популяризации хакасского языка, которая проводится органами местного самоуправления Ширинского и Орджоникидзевского района. Ну, понятно, что деятельность указанных консультативно-совещательных органов в определенной, может быть, даже в значительной мере позволяет активизировать работу и органов государственной власти, и органов местного самоуправления республики по самым актуальным вопросам национальной политики, ну и в том числе принимать, реализовывать конкретные решения с учетом мнения представителей общественных организаций, которые входят в каждый из указанных консультативно-совещательных органов. Это прежде всего представители национальных общественных объединений, религиозных общественных объединений, ну и некоторых других общественных организаций. Важнейшей составляющей частью реализации государственной национальной политики, в частности работы по сохранению и развитию языков, является, как я уже ранее сказал, безусловно, финансирование этой работы, выделение денежных и материальных средств. Но очевидно, что на эти цели ежегодно направляются серьезнейшие многомиллионные средства. И, можно начать просто с того, что иногда мы в расчет вроде не берем саморазумеющиеся. Это огромные средства бюджета, в том числе бюджета Республики Хакасия, которые идут на издание учебников и учебно-методических пособий по родному языку и литературе. Это затраты на издание газет, журналов на родном языке. Это затраты на проведение культурно-массовых мероприятий.
это затраты, в конце концов, на оплату труда педагогических работников, работников учреждений культуры, просто на физическое содержание школ, домов культуры и так далее. Все это огромные средства. Вот. Но не останавливаясь на этих регулярных, как бы саморазумеющихся затратах, можно отметить еще один важный инструмент и источник финансирования мероприятий в сфере национальной политики в Республике Хакасия. Это государственная программа «Региональная политика» Республики Хакасия и, в частности, входящая в ее состав подпрограмма «Укрепление единства российской нации и гармонизация межнациональных отношений». Координатор и ответственный исполнитель этой подпрограммы Министерства национальной политики, ну а соисполнителями и большого количества мероприятий, входящих в эту программу, это Министерство образования и науки, Министерство культуры Республики Хакасия. Ну, вот, к примеру, в 2015 году в рамках подпрограммы были выделены финансовые средства в объеме 4 миллионов 342 тысяч из республиканского бюджета и 546 тысяч из федерального бюджета. Эти средства позволили организовать проведение более 40 мероприятий, связанных и с гармонизацией межнациональных отношений, с сохранением родных языков и культуры. В 2016 году на указанные мероприятия в рамках программы запланировано уже 6 миллионов 173 тысячи рублей. Но, безусловно, эти деньги, как бы с одной стороны, вроде и немало, с другой стороны, всегда хочется больше. Но, кстати говоря, в этом году мы должны будем сформировать проект новой программы, которая будет действовать начиная с 2017 по 2021 годы. И, безусловно, будем стараться предусмотреть максимально широкое количество мероприятий, связанных с сохранением хакасского, шорского и других языков других народов Республики Хакасия, для того, чтобы включить, предусмотреть и запланировать финансовые средства на ближайшие 5 лет. Значит, ну а в рамках существующей программы кое-что обозначу. В первую очередь это мероприятия по поддержке изучения хакасского языка, конечно, в школах республики. Ну, это прежде всего мероприятия в сфере образования, и конкурс учителей хакасского языка, и конкурс на лучший кабинет родного языка и так далее. Здесь не буду останавливаться, может быть, Юрий Гаврилович об этом еще скажет. Вот. То есть это в основном мероприятия Министерства образования и науки. Есть ряд мероприятий, в основном творческой направленности, которые мы проводим совместно с другими ведомствами. Например, молодежный фестиваль «Нархас Чаллары», где ежегодно около 200 обучающихся знакомятся с народными традициями и культурой народов, участвуют в мастер-классах, в том числе по исполнению произведений устного народного творчества. Это, к примеру, республиканский фестиваль «Интелли», который проводится в Миннацполитике совместно с Минобрнауки, с Минкультурой и с республиканским движением за сохранение и развитие хакасского языка, одноименным движением «Интелли». В 2016 году фестиваль будет посвящен столетию со дня рождения хакасского писателя Николая Домажакова. И организуется этот фестиваль как раз исключительно в целях стимулирования интереса обучающихся к изучению родного языка. И на всех этапах этого фестиваля, от муниципального до республиканского, участвуют сотни обучающих, сотни школьников. Даем возможность к этой работе присоединиться общественным организациям, в том числе, например, через предоставление грантов. Ну, к примеру, в прошлом году поддержали Бейскую общественную организацию «Центр продвижения и поддержки социальных инициатив», которая реализовала молодежное мероприятие «Тропой предков», посвященное хакасскому сказителю Хайджи Семену Кадышеву. Мы используем разные формы поддержки и помогаем разным организациям, в том числе обществу Шория, например, для проведения фестиваля шорской культуры. И помогаем и другим, конечно, общественным организациям, которые представляют интересы других народов, общественные организации «Полония» по поддержке изучения языка и культуры польского народа. Проводим мероприятия, связанные с днями славянской письменности и культуры, тюркской письменности и культуры. Ну, примеров приводить можно достаточно много. И, безусловно, проводимая работа, я не говорю о проводимой работе только Министерства национальной политики, а о работе, проводимой всеми органами власти Республики Хакасия, учреждениями, она, безусловно, приносит свои, я думаю, немалые плоды, и увеличивается количество обучающихся, изучающих родной язык, увеличивается количество образовательных учреждений, где преподается в разных формах родной язык, увеличивается, в конце концов, количество организаций разных форм собственности, где просто фасадные вывески обозначаются на 2 языках, на 2 государственных языках республики, на русском и на хакасском. Не все, конечно, но тем не менее их становится все больше.
Вот. Но такие позитивные примеры, конечно, очевидно, необходимость дальнейшей целенаправленной работы. Об этом говорят и результаты социологического исследования, которое наше министерство организовало в прошлом году на тему «Оценка состояния и перспективы развития хакасского и шорского языков в Республике Хакасия». Исследование проводилось в территориях сосредоточения основной части носителей этих языков в Абакане, в Таштыбском, Аскийском районах. Вот на вопрос, как хорошо вы знаете хакасский язык, в прошлом году участники опроса ответили следующим образом. Примерно 50% хакасов ответили, что могут свободно говорить, писать и читать на хакасском языке. Почти 23% отметили, что могут говорить на хакасском языке, но не могут писать и читать. Еще 22% сказали, что понимают речь, но сами не говорят на хакасском языке. Около 5% признали, что вообще никак не понимают и не знают хакасского языка. Степень знаний владения шорским языком среди участников опроса, которые назвали себя представителями шорского народа, выразились в следующих результатах. 19% респондентов сказали, что свободно говорят, пишут и читают на шорском языке. 50% отметили, что говорят, но не пишут и не читают. 29% понимают речь, но сами не говорят. И 2% шорцев вообще не знают родного языка. Но вообще большинство респондентов отметили, что хотели бы, чтобы их дети владели родным языком. Значит, 84% среди хакасов по результатам опроса так сказали, и 85% среди шорцев. Ну и также большинство опрошенных, около 71%, ну а среди опрошенных были не только представители хакасского и шорского народов, вот 71% участников опроса отметили, что изучение хакасского языка, являющегося в республике государственным языком, необходимо для его сохранения, для понимания самобытной культуры хакасского народа и для национального единения вообще народов у нас в республике Хакасия. Ну и в заключение можно привести слова еще раз привести слова президента России Владимира Владимировича Путина, которые я как бы использую вот, иногда на подобных мероприятиях. Они тоже были сказаны президентом на уже упомянутом совместном заседании Совета по межнациональным отношениям Совета по русскому языку. Президент сказал, что без всякого преувеличения можно сказать, что подобной поддержки национальных языков, как в нашей стране, никто никогда в мире не обеспечивал. Но комплексная всесторонняя работа по поддержке языков народов России, безусловно, должна продолжаться. Поэтому будем следовать этим словам, сказанным нашим президентом. Спасибо.